Toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor. Yeah. No quiero perder lo que queda. Y más allá. A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos y más allá. A través de la gran oscuridad y más en el camino, melodías que no hemos tocado y yo no quiero descansar. Resuena por la pared, creando una canción. Quiero perder el ritmo y más allá. A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en Всем привет, всем привет. Так, что, где все люди-то? Где все люди? Похоже, все люди на работе. На то похоже, да? Ну что же, будем потихоньку начинать. Надеюсь, что кто-нибудь подключится, посмотрит. Вообще, мысль такая пришла в голову. Вот. Приготовить в прямом эфире еду, пищу, там, вкусняшку, как хотите называйте, с дошираком. И с дошираком. Ну, доступная еда, доширак всеми популярная. Готовить, в общем, быстро и без каких-либо особых затрат. Так, наверное, музыку надо выключить, я так думаю. Давайте выключим, чтобы она нам не мешала. Музычка, чтобы не мешала нам. Ну, что вот у нас представлено здесь, пожалуйста, доширак 2 пачки. Причем берем не в упаковке, которая, значит, в которой заваривают, а в обычной такой вот. Пачка вот у нас 18 рублей такая стоит. Берем 2 пачки, чтобы нормально наесться, чтобы нормально, значит, почувствовать чувство сытости. Так, берем яйца, вот там яички лежат, да, видите. Берем луковицу, берем чесночок. Там, значит, специи у нас в дошираке есть, и можно их использовать. Берем вот сосиски, вот, пожалуйста, берем. И берем вот фрикадельки, там тефтели, еще что-нибудь. Консервированные. Так, кстати, из чего это сделано? В томатном соусе. Фрикадельки-то чишные.
Рыбные, что ли? Для гурманов написано. Фаршированный фрикадельки. Состав. Говядина. Ух ты, они мясные. А тефтели какие? Я думал, рыбные почему-то. Странно. Так, а тефтели у нас тоже говядина, свинина. Ну вот, или можно обойтись одними сосисками, допустим. Так, ну что нам надо для начала? Так, все это мы в стороночку откладываем. Пока в стороночку. И, значит, займемся непосредственно дошираком. Пока он там заварится. Так, что нам нужен? Кипяток. Кипяток. Поэтому мы берем чайник. Чайник берем. Заливаем туда водички чистой, фильтрованной, отстоянной, чтобы без всякой ерунды было. Так, и ставим его на огонь. На огонь ставим. Так. Ставим на огонь. Ой, блин, что-то я перелил воды, надо отлить. А то на плиту вода выльется. Вода выльется на плиту и будет не совсем хорошо. Так. Тут даже, смотрите, на дошираке какая-то акция проходит. Мега акция. То есть 7 миллионов рублей можно выиграть. Товар года. Больше овощей. Так, ну пока давайте, пока чайник там начинает у нас потихоньку закипать. Возьмем какую-нибудь тарелку поглубже. Поглубже, да? Так, и какую тарелку надо взять? Наверное, слушайте, мне, наверное, надо какую-то кастрюльку, я думаю. Или вот такую. Ну вот, что я возьму. Вот такой вот. Такая большая кружка. Тут литр. Вот сюда мы. Сейчас я ее сполосну. В ней, наверное, лучше всего будет заваривать. Так. О, видали, какая кружка? Еще советская. Смотрите, советская. Вот знак Советский Союз. Прочная, надежная, металл толстый. Не то, что сейчас я вот видел, вот это продают имитацию китайскую. Там тоненький металл. Берешь ее в руки, она легкая такая. Там ничего нету, металл это. Поэтому вот это все китайское, оно долго и не служит. Потому что на материале они хорошо экономят. Так, берем доширак. А наши вот вещи делали раньше. Не жалели материала, поэтому оно все было прочное. Запас прочности был большой. И оно и сейчас до сих пор служит. Это вся эта посуда, вся техника там, которая... Так, высыпаем все сюда. Так, вот таким вот образом высыпаем. Вторую пачку берем, тоже высыпаем. Чтобы сделать доширак более вкусным, кстати, я первый раз буду готовить подобное блюдо. Подобное блюдо буду первый раз готовить. То есть с вами в прямом эфире посмотрим, что у нас получится, и продегустируем. Так, что у нас? Овощи, да? Так, и вот эти приправы. Так, выкидываем это все. Пакетики ненужные, мусор. Сразу, чтобы не валялось, не мешало нам. Так, поскольку вот тут вот такое все, да, надо немножко толкушкой помять,
чтобы это все умялось дело. Вот такая вот толкушка есть. Замечательно. Ей можно картофель толочь. Деревянная ручка, экологически чистая все. Ну, пюре делать и так далее. Ну, я в частности вот так вот, чтобы... Вот, по-моему, даже нормально все. Вот. Вот, все у нас. Сейчас подождем, пока водичка кипнется у нас, закипит. И потом зальем, потому что надо кипяточком заливать. Так, вот я не знаю по вкусу, 2 или 1 пакетик. Давайте 1 пакетик, а то может слишком будет. Потом, если не хватит нам, мы 2 пакетик туда высыпем. Если остроты или что-то. Хотя можно добавить и свои приправы, а этот пакетик оставить, ну, как на будущее. Он иногда нужен бывает. То есть, что-нибудь приготовил, а вот так его добавил. Тут потому что глюмонат натрия, такая штука, которая очень вкусная и вредная. Так, теперь высыпаем овощи. Насыщенный вкус. Овощи высыпаем все, естественно. 2 пакетика. 2 пакетика. Опс. Интересно, я вот делал стрим, вот буквально минут 5 назад, на эту же самую тему, но там у меня оборвалось, поэтому пришлось заново. Там были люди, а сейчас почему-то здесь нифига нету людей. Странно. Как-то YouTube работает. Ну что, мы высыпали сюда все овощи, тут даже мясо есть какое-то. Ну, это мясо так, для, естественно, для имитации просто мясо. Потом, так, лучок, пока оно закипает, чтобы время нам не тратить. Вот у меня 1/4 лука есть. Его надо, пока будем измельчать, чтобы время пустую не шло. Будем заниматься готовкой. Так. Кто как режет лук, а я вот так режу его. Довольно просто. Очищаем лук от вот это плохо цепляется. Ножиком вот так лучше подцепить, наверное, да? Очищаем лук от этой шелухи. Тут какая-то грязь, ее можно обрезать. Угу. Вот. Тут подрежем немножко. Так вот, хоп. Хоп. Так, это можно все выкинуть. Все это можно выкинуть. Все лишнее, все это не надо. Избавляемся от всего лишнего. Так, вот что у нас, что мы имеем. Так, луковица. Начинаем ее резать. Раз. Так, совсем забыл, чтобы от лука не стекли слезы, надо что сделать? Ее холодненькой водичкой, понимаете, да? Холодненькой водичкой. Ну все, короче. Ну нормально, по-моему, да? Мы еще пожарим ее на сковородочке. Так вот. Так, теперь мы это сейчас пересыпем в чашечку. Чашечку пересыпем. Пускай этот лучок там лежит. Лучок. Так, аккуратненько все делаем. Ножичком, не торопимся. Чтобы никуда мимо не насыпать. Так, все. Да?
Так, теперь берем чеснок. Чеснок берем. Так, сколько взять его? Ой, крепкий какой чеснок. Ну, пару головок вот хватит, я думаю. Потому что много его не надо. Поскольку он довольно-таки запахучий. Пахучий. А что я, кстати, эту доску взял? Вот уже у меня классная доска есть. Смотрите какая. Совсем забыл. Она вот у меня тут висит. Декоративная, так сказать. Вот смотрите какая. Сейчас покажу. Привет из Ялты. Вот такая толстенная доска. На ней удобно разделывать, значит, чего-то. Мясо, там, рыбу, там, резать картошку. Ну и мы видим здесь полуостров Крым, ну, море Азовское, там Черное море, основные достопримечательности. Вот так вот это все выжжено на этом дереве. Вот такая, отсюда вешать можно. Вот так вот берем, ложим сюда. Какая древесина, я даже не знаю. Ну, дерево прочное, уже лет 5-6 где-то служит. Так, а что? Зачем я буду? У нас же есть вот такая вот штуковина. Так, чайник уже потихоньку начинает закипать. Вот такая вот штуковина есть. Чтобы готовить вот это вот чеснок. У нас я вот маленькую такую посудинку возьму. Так, она чистая у нас, чистая. Так, берем 2 дольки ложим. Так, сейчас, ух ты. И начинаем выдавливать. О, видали, полезла. О. Так, сейчас подождите. Начинает закипать. Чайник выключить надо, все выключить, а то он начнет там плескаться с носика. Так, вот чесночок. Вот так вот мы его выдавили и сюда вот. Удобная, кстати, штука вот эта вот. Ну и все, у нас тут ничего уже нету, пустая. Смотрите, видите, да? Пусто, уже ничего нету. Выдавили чеснок. О, запах какой пошел сразу, такой резко запах. Чеснока такой настоянный, крепкий, хороший. Фитонциды, да, говорят у нас. Сейчас вот коронавирус, поэтому надо, сами понимаете, фитонцидов больше, чтобы было в питании и в воздухе, везде оно, чтобы было много всего. Так, что у нас? Кипяточек готов. Кипяточек готов у нас. Так, теперь что мы делаем? Мы берем этот кипяточек и заливаем. Так, пока это в стороночку все. Пока все в стороночку ставим. Так, и наливаем сюда кипятка. Так, я заливаю полностью. Так, ну и что, будем ждать мы. Будем ждать. Я закрываю, ну, чтобы он лучше набух. Так, чем-то закрыть надо, да? Нет, это маленькая. Ну, вот такой вот тарелкой. Такой вот тарелкой сейчас мы закроем. И в стороночку, вот сюда, вот на эту доску как раз, чтобы горячая.
И пускай она у нас сейчас заваривается. Заваривается. Так, таймер. Таймер. Такой вот таймер есть. Сейчас включаем его. Сколько там? 10 минут, да? Хватит? Так, запускаем 10 минут. Все, время пошло. Так, ну и пока оно заваривается, нам надо дальше готовить. Так, давайте тогда я вот на такую подставочку переставлю. Вот смотрите, такая подставочка есть шикарная. Когда на нее ставишь, вот эта древесина, можжевельник, она начинает пахнуть. Ну, вот этот запах. Сюда ее переставим. Вот так вот я переставил. Удобно такие вот подставочки иметь. Так, и теперь что мы? Вот у нас есть такие вот сосиски. Сосиски докторские называются. Килограмм стоит таких сосисок. Я вот сегодня купил 290 рублей. Так, одну. Так, и вторую вот сосиску докторскую. Остальное мы убираем в холодильник, чтобы нам ни к чему стало. Так, наверное, я в морозилку положу, потому что сейчас я приготовлю этой еды, и ее хватит. В принципе, мне на сегодня хватит. Так, все. Так, что мы делаем? Нам надо ее, сосисочку эту, порезать. Сосисочку порезать аккуратненько. Ух ты, он прямо так и расползается, так и расползается. Оп, одна. Поскольку у нас две пачки лапши доширак, две сосиски. Понимаете, да? Если кому-то не хватает, может третью сосиску добавить сюда. Так, вот две сосисочки. И теперь их рубаем таким вот образом. Такими вот дольками аккуратненько. Так, вот. Порубали. Так, что еще? Ну и пока все. То есть у нас есть чеснок, у нас есть лук. Так, приправу надо. Нам надо приправу еще. Подождите. А то есть вот такой вот. Сейчас покажу. Вот смотрите, какой перец. Это несколько разные перцы здесь. В нем вот такой вот набор перцев. Вот как раз пригодится. Так. Я еще думаю, надо укропчик. Укропчик надо еще. Укропчик. Укропчик. Вот есть укропчик. Вот в таком виде у нас. Тоже для как специи она пригодится. Перчик, укропчик. Все будет вкусно. Так, пока там заваривается, нам надо... Так, а как я? Мне надо перенести. Так, у меня зарядка, наверное, подзарядилась. Я думаю, сейчас я отключу. Тут я заряжал телефон, поскольку заряд был слабый. Выдернул. Так. Так, минуточку. Я переставлю. Ой. Вот так вот, да? Не, по-моему, надо чуть повыше сделать. Правильно, да? Правильно? Чуть повыше. Оп.
так вот, да? Сейчас я настрою, чтобы было... Надо подальше от плитки, вы понимаете, да? Подальше от плитки, чтобы у меня не сгорел этот телефон. А то я его поджарю. Так, вот такая вот у нас есть сковорода здоровая. Такая плита. Плита еще советская, нормальная, прочная. Так, есть у нас спички. Спички. Детям не игрушки. Так, что мы делаем? Мы поджигаем и легким движением руки зажигаем. Все. Так, этот я выкидываю. Так, огонь убираем огонь. Вот, ставлю все сюда. Дальше что нам надо? Масло. Маленький совсем огонь не сделал. Масло растительное, да? Или кто там что любит. Ну, я вот, в частности, приобрел. Вчера вынужден был, поскольку масло закончилось. Вот такая вот упаковка масла Слобода подсолнечное. Стоит 45 рублей, что ли. Здесь литр. Рафинированное, дезодорированное. Ну, вот на нем как бы готовить самое такое. Так, открываем. Так, что такое, а? Слушайте. О, все, открыл. И смотрите, она закрыта. Мы что делаем? Так вот сделаю. Оп. Чуть подальше, чуть подальше, чуть подальше. Вот так вот, да? Тут надо дернуть вот за это колечко. Так, ладно. Оп, нифига туда как. Аж вот. И теперь мы сюда масло наливаем. Делаем обжарку нашего лука. Так, равномерненько все здесь. Естественно, все должно равномерненько быть. Лучок весь сюда стряхиваем. Весь лучок. О, Господи. Это все падает. И вот такая ложечка у меня есть из дерева. Я вот ей буду помешивать. Поскольку у нас сковородка с этим каким-то антипрогарным покрытием, то надо быть аккуратно. Аккуратно надо быть. Чтобы не повредить это антипригарное покрытие. Ну, естественно, вот так вот. Ну, вы все знаете, надо до золотистого цвета обжаривать. Но поскольку у нас еще надо будет обжаривать сосисочки, мы не будем ждать и сюда чесночок вот этот. Все это дело мы, короче, обжариваем. Обжариваем. Так, что-то, по-моему, огонь большой, мне так кажется. Так, поменьше сделаем. Вот так вот. Огонь большой. Газ все-таки удобно, я вот не знаю. Некоторым людям не нравится, но мне, допустим, газ вообще. То есть плата как бы фиксированная, если счетчик поставить, то вообще там, говорят, минимальные расходы получаются. Минимальные расходы, если с газовым счетчиком, поскольку у нас мы используем плиту в основном для готовки. Так, теперь мы вот это вот
сосисоны эти резаные, их сюда аккуратненько тоже. Ой, ё-моё. Вот так вот. Сейчас можно, в принципе, накрыть. А, вот, кстати, это таймер засекипал, что мы поставили какой велик? Какой велик? Куда делся? Мой, что ли, велик? Привет, кстати. У меня велик стоит, поэтому ничего страшного. Когда надо, если надо будет, я могу на него сесть. Так, он пищит время. Это у нас таймер, короче, мы стали вот эти вот, короче, заваривать лапшу. Ну да, велик. Где стоит у меня он этот велик? Куда он денется? Никуда не денется велик. Когда надо, я шины накачаю на нем. И, соответственно, так, это начала вот эта штука пригорать. Лучок, чесночок, и начал что-то у нас пригорать. Так, давайте мы с вами еще сюда добавим специи. Так, специи. У нас укропчик. Мне вот нравится укропчик. Вот укропчику насыпем. Так, и вот этот сборник перцев. Так, хватит. Много не надо, а то будет... Так, надо все, короче. Пока я выключу все это дело, а то оно сейчас пригорит, сгорит к чертям. Так, все, я выключил. Хватит этого тепла. Так, что там, кто там пишет? Чат видны. Велик стелс. Велик. Совсем простой велик. Стелс складной. Его, значит, можно это самое. Так, все. Немножко обжарил я. Теперь что нам надо? Так, давайте я сюда переставлю ее. Камеру сюда переставлю. Так. Так, вот так вот. О! Так, это нам уже не надо. Так. Лапшичка. Лапшичка заварилась, короче. Вот она 10 минут. Сейчас мы ее помешаем. Вилочкой, да? Вот так вот мы мешаем ее. Что-то мало ее заварилось. Надо было 3 пачки кидать. Ну ладно, 2 так 2. Вот она такая вот. Вот она так тянется. Шикарно. Тут еще морковка есть. О, да, какая она длинная. Так, теперь что мы делаем? Что мы теперь делаем? Мы берем эту сковороду. Хотя можно и отфильтровать, но я не буду. Потому что этот бульон, он вкусный, и я его потом отдельно выплюю. Так, вот то, что мы здесь обжарили, да? Сейчас я сюда вот эту лапшу буду закидывать. Так. Опа. Сваливается еще. Так. Надо дать стечь. Так. Давай стекай. Оп. Ну.
Так. Так, а здесь уже неудобно. Ай, она еще горячая. Ё-моё. Так, а что же мы будем делать вот с этим вот остатком? Его тоже надо сюда закинуть. Что мне так вот делать, что ли? А если я через фильтр, ну, через этот, как он называется? Вот через такой, вот видите, да? Через такую штуку, как сито, да? Сито. Так, тогда мне надо будет еще посуду. Еще посуду надо. Так, это я в стороночку отодвигаю. И сейчас я через нее перелью. Дон перельен. Так, все вкусняшки отсюда мы забираем. О! Как тут чуть-чуть осталось еще. Ну давай, вылазь. Так, вот это мы тоже сюда закидываем. Вот такая тарелка бульона у нас шикарного доширак остается. Мы ее выпьем, конечно. Все это дело выпьем. Так, это все лишнее убираем, естественно, чтобы ничего не мешало нам. Чтобы ничего не мешало. Чтобы ничего не мешало. Так. Так, это я сюда ставлю. Так. Так. Слово паразиты, да? Так, теперь что я делаю? Сейчас я это все ставлю обратно на сковородку. Ой, господи, на плиту. Сейчас я переставлю здесь. Так, берем, переставляем. Вот так вот. Вот так вот. Зажигаем пламя. Пламя зажигаем. Так, берем спичку. И так вот по старинке. О! Вот там видно, да? Такое маленькое голубенькое свечение. Нам его вполне хватит. Теперь ставлю сюда сковороду. И нам, знаете, что надо? Немножко маслица подлить. Чтобы обжарка шла более хорошо. И чтобы вот это все обжарилось, да? Нам нужно... И теперь мы что делаем? Мы перемешиваем. Все перемешиваем. Так, главное, что нам в этом случае, да? Главное, что нам... Так, она вообще горит? Нет? Горит. Не особо не шурудить вот эту вот лапшу, чтобы она свою как бы форму сохранила, да? То есть, если ее сильно так вот ложкой мешать, то она свою форму нарушит. А пока я вот возьму яйца. Поскольку яйца у нас, ой, ё-моё, надо проверять, я их в тарелку разбиваю. Мало ли что, яйцо там какое-нибудь нехорошее попадется. Вот. Я беру яичко, вот так вот его разбиваю вот сюда, вот видите, яичко. Так, поскольку одного яичка мало, я два яичка разобью. Видите, так делаю такой вот, смотрите, ножиком чпок, и вот такая получается шель. И потом я ее в стороны. Так, все выкидываем. Теперь берем вилочку. Вилочка где у нас? Довольно такие простые способы готовки, и я перемешиваю. Яйца нормальные, то есть вот так вот я перемешиваю все это дело. Немножко взобью, чтобы она была перемешана, это яйцо, желток с белком. Так,
поскольку у нас здесь соль, вот здесь вот соль, она есть как бы, да, то хватит. Яйцо солить не будем, поскольку у нас здесь есть и перец, и соль, и укроп. Все уже здесь есть, поэтому мы и другие специи, которые были с доширака. Так, теперь что мы делаем? Вот это я все дело сюда вот так вот взбиваю и тонкой струйкой я вот сюда выливаю, заливаю. Так, во. Опять-ка я так немножко вот так отодвину эту камеру отсюда, вот, чтобы она прямо не стояла здесь. А то, понимаете, у меня еще камера сейчас поджарится. Так, и теперь что мы делаем? Мы вот так вот все это дело перемешиваем. Перемешиваем. Так, разравниваем. И нам надо сейчас, что нам надо? Крышку, правильно? Крышку надо. Так, а где крышка была? Вот крышка. Вот крышка. Так, отсюда остатки. Оп. Блин, эта крышка-то маленькая. Все правильно. От другой. Ой, сковородки крышка. Вот крышка. Вот это вот нормально. Ё-моё, упала. Вот так вот мы ее закрываем. И она у нас стоит тут. Минуты 2-3 стоит. Поставим таймер. Так, пум, старт. Время пошло. Через 3 минутки будет уже готово. Можно будет кушать. Можно будет кушать нам эту вкусняшку. Так. Так, у меня вот здесь вот остаточки есть этой штуки. Мы сюда вот ее. Лучок. Лучок. Немножко я так вот хоп. Я сделаю. Такая вот вкусняха. Доширак с сосисками и яйцами. Запеканка. Вот такая вот вкусная запеканка. Ну и пока вы смотрите, как оно доходит. Таймер включенный, поэтому мы не должны прокараулить. Так, я вот здесь все подготовлю к нашей трапезе. Я еще сегодня толком не ел, поэтому с вами и покушаем, и бульончику этого попьем. Шикарного доширака. Поэтому чаек, компотик, то все будет сегодня. Короче, куча явств. Так, ну что, сколько там? Полторы минуты осталось. Полторы минуты. Я вот боюсь, чтобы она, эта штуковина, не пригорела. То это будет испорченный продукт. Ой, блин, оно еще капает. Тут это влажное такое все. Не, оно не пригорает. Оно наоборот так жарится у нас, да. С корочкой будет, с корочкой. Такая корочка. На дне будет корочка. Наверное, любите все корочку. Такую вот есть. Вот такая вот штуковина будет. Так, минутка осталась. Минутка. Так, сегодня в Якутске, короче, опять шикарная погода. Дыма нету. Значит, солнечно. Вообще замечательно. Так, кто-нибудь что-нибудь пишет? Так, чат видны. Будет жареная камера деликат. Да. А вот что-нибудь играешь? Я что ли? Как во что играю? Да я вот
Смотрите, готовлю. Играть во что? В игры, что ли? В шахматы, шашки. Ну, карты иногда играю, когда совсем делать нечего, там где-нибудь в дороге. А так, уже отыгрался. Так, все у нас. Время, смотрите, по нулям. Так, хоп. Все, выключаем таймер и выключаем вот эту вот штуку. Все, пускай она у нас минутку постоит на плите, дойдет, как говорится, и мы начнем кушать. Сегодня я еще не кушал, поэтому голодный, как зверь. Значит, так, пока это все готовится, нам надо взять тарелку. Доходит, вернее, да? Доходит. Тут такая вот тарелочка есть. Такая вот. Так, ладненько, все. Тут вот эта вот влага, и сколько пара этот, он выходит, лучше открыть, а то слишком она будет мокрая. Слишком будет мокрая. Так. Дальше. Так, чем мне ее зацепить? Надо взять большую вот такую вот. Такая вот деревянная. Ну, сами понимаете. Из бамбука, что ли, она сделана? Так, вот так я сделаю. Потому что надо держать ее. Так, смотрите. Я сейчас вам покажу, как она разделывается. Поскольку я вот это все за раз не съем, берем, делим пополам и таким вот образом подгребаем все тут дело вот это. Кстати, тут почему-то больше сосисок на этой стороне. Почему-то. Так вот я подгребаю все, и теперь мы вот эту нашу шикарную запеканочку вот так вот перекладываем сюда. Вот эти вот колбаски сверху. Вот так вот. Да, немножко она... Какая-то все-таки поверхность, это не очень такая... Она прилипает хорошо. Так, вот. Нет, все-таки много этих сосисок. Вот так вот. Вот так вот. Такая вот красота. Такая вот красота. Так, а это все мы дело, короче, закрываем крышечкой и ставим в сторонку. Ну это, да, она может лопнуть, конечно, но, по-моему, она уже остыла, да, может лопнуть, да, конечно. Но я думаю, что она стекло. Это раньше лопалось. Ага, так, подождите-ка я переставлю. Вот это все дело. Ой, у меня камера-то как нагрелась. Кошмар просто. Так. Фу, жарко. Слушайте, мне жарко. От этой плиты, да у нас еще сегодня тоже жарко. Дайте-ка я гляну, сколько градусов. На улице сейчас 20, по 30 градусов в тени. Ё-моё. Вот это беда. Так. Вентилятор. Есть вот такой вот вентилятор. Новый ролик. Ну, надо сделать. Сесть и сделать. Там материала много. Потихоньку, помаленьку. За раз смысл какой? Все это выставлять. Никто смотреть за раз не будет. Времени столько у людей нету. Поэтому как-нибудь. Так, вентилятор. Так, мы сейчас ее повернем. Вот так вот. Ой, как хорошо-то сразу стало, а? Слушайте. Что значит вентилятор, а?
Это вообще великое дело, конечно. Так, теперь давайте начинать. Ну, по-вашему, вот, смотрите, сковородку я ставлю вот на эту подставку. Так. Так. Вилочку. Так. Где у нас специи? Какие есть специи? Так, у нас есть вот такой вот кетчуп. Отличный, томатный. Есть соевый соус. Вот такой вот соевый соус. Так, как мне лучше сделать-то здесь, а? Видите-ка, вот так как-нибудь. Эх, тренога это. Как ее повернуть-то здесь? Не поворачивать. О, вот так вот. Во! Задумался, как все это делать. Короче, добавим сюда соевый соус немножко. Немножко. Капельку буквально. Оно же тут все соленое, перченое. Поэтому, чтобы не пересолить, а поскольку у нас соевый соус, он соленый, много не надо. И кетчуп. Отличный вот такими. Так, вот мы его вот так вот. Хоп, 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 хоп. Тоже много не будем. Накапали вот так вот. И я думаю, достаточно. Так, ну майонез есть, майонез. Ну, майонез с кетчупом, по-моему, они не сочетаются, да, у нас? Так, в сторонку. Все это в сторонку. И что? Ну, давайте теперь пробовать, что ли. Так, а мне же надо чем-то запивать будет, да? Вот это дело. А, есть же бульончик. Бульончик есть. Вот чем. Бульончиком будем запивать. Правильно говорю? Правильно. Бульончик доширак самый лучший бульон на свете. Он помогает при болезнях, при там тошноте и так далее. Всем рекомендую. Даже могу порекомендовать вот такой вот бульон. Отдельно продается доширак. Насыщенный мясной вкус. Знаете, биф написано здесь. То есть вы берете вот ложку его и куда-нибудь положите в воду, да, и у вас получаются вот такие вот ароматные вкусняхи. Ароматные специи, отборные овощи, зелень. И все это благодаря тому, что в этом бульоне доширак содержится усилитель вкуса. Доширак, вот этот доширак, где купил, вот эту приправу, подождите, где я купил-то ее? Где-то магазин больше-меньше, да, там купил. Вот она продается. Короче, глюмонат натрия, ну здесь не написано, что он здесь содержится, но написано усилитель вкуса и аромата Е621 и Е635. То есть вы там можете посмотреть, что это такое. Ну вот это глюмонат натрия, короче, от которого все прутся и добавляют вот его. Ну, в еду наш общепит любит добавлять, потому что пища становится вкусной, насыщенной. Ну, говорят, он вредный, но что теперь? Жизнь вообще штука вредная, как говорится. Ну что, давайте с вами. Как-то, блин, вот эта камера мне неудобно. Ее бы куда-нибудь вот так вот ее как-то, вот так вот. Вот так вот сейчас ее поверну еще в сторонку. Вот таким вот образом. И будем с вами трапезничать. Ну что, давайте пробуем. Ну вот видно, да, такая вот структура.
Тут яичко и доширак. Ну, давайте. Так, хлебушек. Давайте все-таки хлебушек отрежу. Как-то я без хлеба не привык. Есть все-таки привычка такая дурная. С хлебом все есть. Хотя сейчас хлеб уже как бы меньше и меньше все люди начинают есть. Даже некоторые блюда пишут, что, допустим, хинкали, их с хлебом не надо есть. Хинкали. Ну, вроде бы, с другой стороны, лапша тоже, это же как хлеб, но как-то я вот не привык. Мука, вернее, мука. Пшеница там. Так, отрезаем кусок хлеба. Остальное убираем. Как-то все-таки привычка такая, что в моем понятии, что тебе наесться надо хлеб обязательно. А без хлеба еда не еда. Давайте еще тарелочку. У нас много сегодня тарелочек с вами уходит. Много тарелочек уходит с вами. Ну, ничего страшного, потом я помою. Ну что, давайте. За ваше здоровье дегустируем. Она так выглядит, все вкусно. А это бульончик доширак. Так, берем теперь сосисочку такую поджаренную. Ой. Слушайте, ну слов просто нету. Слов нету. Просто выразить такой нежный вкус вот этой лапши доширак. Нежный вкус. Кстати, я тут куриный брал. Доширак. Ой. Еще когда голодный, вот, вообще, знаете, в удовольствие. И причем, вы понимаете, вот в чем прелесть этого блюда, то, что не надо долго его готовить. То есть, вот эта лапша, она заваривается, ну, 5 минут, да, 5-10 минут и все. Вы пока заварили ее, обжарили, значит, лучок, чесночок, к сосисочке обжарили. И потом это все закидываете, значит, вот эту лапшу, да, туда. И тут же все это обжариваете. То есть у вас минимум времени и мало средств уходит на это. Я говорю, лапша, вот это 18 рублей у нас пачка стоит. Причем берем лапшу доширак, которая без упаковки вот этой, в которой заваривают. Обычная упаковка, вот сейчас я вам покажу, какая. Обычная упаковка, как сделана. Вот такая вот упаковка. Просто берете вот эту, ее разрываете и завариваете. Можно, кстати, вместо доширака использовать другую лапшу. Допустим, вот такую, как Петра. Вкусно и выгодно. Или вот такую вот лапшу, как меню бизнес. Бизнес-меню, бизнес-ленч. Вот такую. Они что-то, я не знаю, рублей по 14 у нас в Якутске. Там где-то можно и за 10 рублей их купить. Но вот у нас, как говорится, тут север, поэтому все дороже. Ну и лапша, естественно, подороже. Хотя, если брать лапшу на оптовке, там сразу коробку, то, естественно, она будет дешевле. Вообще, с хлебушком сытнее будет. С хлебушком будет сытнее. Оно такое все горячее. Тут даже видно, вон яичко запекшееся, белок. Горячее, нежное, мягкое.
вкусная. Ну, сами приготовьте. Много средств у вас на это и времени не уйдет. Самый минимум. Самый минимум. Так, вот мы, короче, вот так вот и едим. Ну и теперь надо бульончика попить. Бульончик вот такой, доширак. Вот от этой лапши бульончик отдельно. То есть мы его сейчас вообще будет. Ой. Ну вообще, слушайте, вообще вкус бесподобный. Ой. Перчик, соль, глюкозамат натрия, все, что надо для жизни. И никакой Макдональдс вам не надо ходить. Кстати, вот эта штука получилась по объему. Вы видели, полная сковородка, да? Полная сковородка. А по цене она получилась дешевле, чем даже взять вот этот Биг Мак, допустим. Ну, бургер взять в Макдональдсе, да? Сколько же бургер стоит? 200 там, 250 рублей. В зависимости от объема. А у нас что тут получилось? Сейчас давайте считаем. Сейчас я принесу калькулятор. А мы с вами посчитаем, какая, вот, сколько денег ушло на приготовление. Да, и тут вот этой едой можно, в принципе, двоим наесться. Двоим. Так, включаем. Так, 2 лапши по 18, да, рублей. Так, 36 рублей лапша. Можно, я говорю, взять дешевле лапшу какую-нибудь. Там по 12-14 рублей. Потом сосиска. 2 сосиски. Так, подождите. Опять весы надо. Сейчас мы с вами все точно подсчитаем. Даже сейчас. О, боже, там что-то упало у меня. Ничего страшного. Так, сейчас мы с вами все подсчитаем. Баланс подведем, сколько стоит. И стоит ли ходить вообще в Макдональдс. Тратить там бешеные деньги. Буржуям отдавать американским. Так. Так, 2 лапши, да? Давайте вот так я все в стороночку сделаю. Так, 2 лапши по 18 рублей. 36, да? 36 рублей. 2 лапши. Так, 2 сосиски. Так, посчитаем. Я знаю, сколько килограмм стоит, и мы сейчас взвесим с вами. Потом 2 яйца. Что там еще? Лук. Ну, лука я не знаю, я четверть лука. 1/4 лука. Четвертинка. И 2 чесночины. Чеснок. 2. Так, что еще добавлял? Укроп. Ну, я тут не знаю, вообще насыпал. Может его не считать, слушайте, там каплю я насыпал. Перец еще тоже каплю. Ну, наверное, вот это не будем считать все. Так, сколько же у нас весят 2 сосиски? Сейчас посмотрим. И сколько они стоят. Так, сейчас я возьму 2 сосиски. Развяжу пакетик, и мы взвесим их. Стоит ли ходить вообще в Макдональдс и обогащать американских капиталистов? Так,
Раз, два. То есть одна сосиска у нас 68, 2 124 грамма. Две сосиски 124 грамма, да? Две сосиски 124 грамма. Так, у нас килограмм у нас весит 290 рублей. 290 рублей. Так, сейчас посчитаю. Угу, угу. Так. Угу. Угу. Так. Так, вы пока там не разбегайтесь все. Не разбегайтесь. Так. Так, сброс, где здесь сброс? Так. Так. 4 равно делим на 1000. Так, вот у нас в итоге получилось 35 рублей 96 копеек. Две сосиски. Так, ну округляем. 36 рублей. 36 рублей. Так, 2 яйца. Яйца у нас, так, я брал по 8, по 9 рублей давайте. 2 яйца примерно получается у нас, сколько, по 9 рублей, 18, да, 18 рублей. Так, лук. Килограмм у нас стоит, но вот этот лук мы покупали еще, наверное, рублей по 50 килограмм. То есть четверть лука, сколько она там весит, ну, не знаю, ну рублей 5, наверное, да, 5 рублей. Бог с ним. И чеснок. Ну, наверное, 2 чесночинки, она сколько, ну, давайте еще 5 рублей. Бог с ним. Там специи, все то все. Теперь итоговая. Па-ба-ба-бам. Так, сброс. Считаем 36 плюс 36 плюс 18 плюс 5 плюс 5 равно 100 рублей. Ух ты! То есть вот это вот 100 рублей, большая такая сковородина, вышла, нам обошлась 100 рублей. Понимаете, да? Какая экономия? Ну, мы не считаем еще, значит, газ. Газ там у нас обходится, короче, сколько там, я 200, по-моему, 50 рублей в месяц за газ плачу. 250 рублей. За газ 250, забыл эти сосиски прибрать. 250 рублей газ обходится в месяц. То есть можно по полной целый день эту держать включенной, значит, газовую плиту, что-нибудь жарить, варить, кипятить там. То есть все, блин. Понимаете, да? То есть, ну, не знаю. Ну, вода еще, да, потом надо будет все вот эти посуду помыть, естественно, сковородку помыть. Ну, там еще вода сколько-то, не знаю. Сколько я страчу на помывку. Кто сколько воды тратит за помывку посуды? Я даже никогда не считал. Ну, на воду у нас уходит, сколько на воду? Ну,
1000, наверное, рублей, да, там с учетом унитаза, с учетом ванна, то что ванна, там любим ванну. Где-то 1000 рублей уходит за воду. То есть, ну, считайте, это как бы... Что самое хорошее, много времени не надо на это тратить. То есть вы можете, конечно, пойти в Макдональдс, там набрать все на 500 рублей, все это съесть, а потом через 2 часа голодным быть. Опять. Или можете дома вот так вот приготовить. Говорю, 100 рублей. Обошлась вот эта большая сковородка, вермишели, лапши, сосисочками. А мог бы я сэкономить, допустим, одну сосиску и одно яйцо. То есть я как бы здесь еще не бюджетно пошиковал. То есть еще можно сэкономить деньги приличные. Ну, так вот она выглядит. Так она легко естся. И вот такая она вкусная. Так, ну и не забываем, конечно, про бульончик. Его периодически попиваем. Вообще замечательно. Вот когда этот бульон пьешь, он такой перченый, насыщенный. Все равно, что какую-то корейскую там еду там, знаете, да. Так, ну, короче, вот такой рецепт. Этой вкусняшки. Так, что вам еще сегодня? Сегодня какие новости-то были у нас? Даже новостей толком и не знаю. У нас одна новость в Якутске. Дыма нету. Да, это новость. Замечательно. А то был дым. Выходишь на улицу. Сначала выходишь в коридор. В коридоре дым стоит. Дымина вообще не продохнуть. Ну, серьезно, вот так вот. Он почему-то в коридоре... Этот дым в коридоре, он стоит. И никуда не уходит. Вот. В квартире, допустим, меньше дыма, а в коридоре он стоит. А это вот вышел в коридор, и вот этот запах угарного, ну, дыма, понимаете, лесной дым. Что тут объяснять? Возьмите, разведите костер в лесу и сядьте под этот костер и дышите дымом. Ну, что у вас будет? Что с вами будет? Нанюхаетесь вы, одуреете. Хотя, конечно, оно на природе, костер, там, то все, там, конечно, это классно. Но надо быть осторожным сейчас. Шашлычок, там, то все. Короче, не надо пропагандировать за отдых такой. Надо выезжать куда-нибудь, не знаю, на берег реки с мячиком, с какие-нибудь игры брать там с собой и сидеть спокойно отдыхать. А еду всю с собой привозить. Так, все, мы доели. Все, спасибо. Так, сейчас я вот еще этот бульончик попью. Вообще замечательный. И когда вот это бульон пьешь, в животе чувство сытости. Он еще такой жирненький. Смотрите, тут
жирок какой-то, маслица, что там плавает. Смотрите, он какой густой, прямо насыщенный. Ой, ну все, тут я же вот это не буду доедать, допивать. Остатки там, перец скопился. Все. Так, теперь чаек, наверное, заварим, да, с вами? Чаек. Чаек. Так, это все убираем. Чаек попьем. Мы покушали лапшу с сосиской и с яйцом жареную. Теперь нам надо чаек попить. Чайник сейчас я поставлю. Так, надо долить водички и кипнуть. У меня тут баночки, в которых вода, конечно, стоит, чтобы она была в запасе, мало ли что. Сейчас лето могут вырубить, там ремонт какой-нибудь, еще что-нибудь, и потом без воды, знаете, все тяжело. Тяжело, это надо будет бежать в магазин, покупать, деньги тратить. А зачем это делать, если вот взял, когда вода есть, нацедил ее в банке и все. Так, хотел, ну, поскольку я сытый, я хотел вам еще вот показать. В этот раз мы не будем открывать тефтели тестирования. Хотел сделать. Короче, тут свинина, говядина. Главпродукт для гурманов написано. Тефтельки вот такие. И фрикадельки. Вот такие вот. Цена у них 70 рублей банки. Вес приличный. Так, тоже для гурманов. Так, какой вес-то? 325 граммов. 2 банки. Это уже в следующий раз там. Попробуем тоже что-то приготовить и, соответственно, а пока их уберем в сторонку. Так, вот такой у нас есть подстаканник с стаканом граненым, как раньше. В поездах. Вот в поездах такой дают подстаканник. Хочу сразу, чтобы не было там недомолвок, этот подстаканник со стаканом я купил в поезде. Купил за свои деньги. Вот даже свидетельство есть коробка. Вот такая вот коробка. Вот видно, да? Подстаканник со классический, вертикаль. Материал подстаканника латунь. Видите, да, он тяжелый такой, приличный. То есть он не будет не гнуться, ничего с ним. Материал стекло, стакан. Срок службы не ограничен. Вот. Коробка целая. Понимаете, да? Вот тут он, этот подстаканник со стаканом был. РЖД продают. Так что все у меня по закону. Все правильно. Так, вчера я сварил варенье. Варенье, вот такое вот варенье. Я в баночке уже, конечно, перелил. Другие. Тут немножко не то. Вот такое варенье сварил. Вишневое. Вишневое варенье. Вот, сейчас посмотрим. Или подождите, я с холодильника, может быть. Или ладно. Так, где ложки-то есть у нас ложки? Вот видите, вишня. Вишневое варенье сварил. Сам своими руками купил вишню мороженую за 200 рублей килограмм. И вот сварил, сахар добавил еще. Кстати, сахар подорожал. 74 рубля. Вот сегодня ходил я, 74, короче. Все капец, да? А сейчас как раз ягоды. Вот брусника будет август у нас в конце. Брусника сейчас, в принципе, какая у нас ягода? Уже была голубика. Голубика. Так, вот это вот варенье. Будем дегустировать с вами вишневое.
На это внимание не смотрите. Вот так вот повернем. И у меня уже в холодильник еще не влазит. Надо уже поедать немного. И вот это вот варенье. Не смотрите на эту этикетку. О, блин. Я его, дать горячим закрывал. Горячим оно не открывается. Короче, клубничное варенье. Клубничка, видите, да, там? Вон она какая. Клубничное варенье. Сейчас тоже будет. Сейчас надо открыть. Будем чаек пить. Заварим чаек с вами. Чаек. И будем дегустировать вареницы. Так, как открыть эту банку-то? Когда горячее закрываешь, о, открыл. Вот так поверну. Так. О, смотрите. Клубника. Настоящая клубника. Вот такая вот. Сейчас мы с вами положим. Как раз положим. Клубничка. Тоже сам варил. Клубника продается по 200 что-то рублей килограмм. Тоже мороженое. Нормально. Вот сахар добавляешь и варишь. И вот клубничка. Ой. Клубничка. Так, это убираем. Так, и. Сейчас сполосну здесь. Розеточку сполосну. Так. Сполосну, а то я чеснок сюда выдавливал. Чеснок выдавливал. И теперь мы с вами положим еще сюда. Так, это в сторонку. Ой, капнула свинтус. Ой, свинтус капнул. Так, и вишневое варенье сюда положим. Ну, вишня, она такая уже лежалая. Ну, в принципе, какая разница. Да? Ягода, она есть, ягода. Вишня. Вишня и в Африке вишня. Так, во. Короче, все. Закрываем. Так, вот надо убрать вот это вот место. Сейчас я возьму бумажку или салфеточку. Салфеточки есть. Когда удобно, когда все-таки на кухне все рядом, да, то есть не надо никуда бежать там, бегать, прыгать. О. И все чистенько сразу же. И аккуратненько. Все под рукой, когда просто это замечательно. Так, и теперь возьмем чаек. Где у нас чаек-то было? Слушайте, куда я его поставил? А, я его, по-моему, пересыпал, точно. А сейчас я вам покажу рецептик, как сделать. Такая пачка есть, смотрите. Сейчас я вам покажу. Она грузинский чай. Железная пачка, она старая. Написано московский городской совнархоз. Совнархоз. Это в каких годах-то было? В 50-х годах. Вот она до сих пор служит. Мы сюда чай насыпаем. До сих пор. Представляете? До сих пор служит она. Московский городской совнархоз.
Чистый вес 100 граммов. Чайразведочная фабрика имени Ленина. Так, что тут еще есть? Чайница, кстати, отдельно 23 копейки стоила. А чай 1 рубль 24 копейки. Сейчас, по-моему, чайница дороже, чем сам чай. Вот такой вот чай. Ну, это вот Вита крупнолистовой. Короче, чай грузинский экстра. Так, что я хотел-то? Что Московский городской совнархоз. То есть это какие-то то ли 50-е, то ли 60-е годы. Вот она до сих пор нормально все служит. Сейчас мы с вами суперовский чай заварим. Суперовский чай. Так, для этого мне надо взять заварник. И такой вот заварничек, чисто классический, такой китайский, с таким вот надписями. Так, ну надо его вскипить, это, горячей водой, да, знаете, да, все? Перед тем, как заваривать, горячей водой надо его сполоснуть. Так. Горячей водой. Вот так и сполосну. Горячей водой еще. Горячей водой. Так, во. Так, это я в стороночку варенье. Самодельное варенье. Сам делал, сам варил. Ну, а какой смысл варенье покупать? Оно дорогое. Так, берем теперь чай. Ложку опять надо, ложки побольше я возьму. Мы с вами будем чай необычный делать, а такой лечебно-диетически вкусный. Так, положила чаю. Вот столько вот. Затем берем ягоду. Вот, смотрите, боярышник есть. Вот боярышник, видно, да? Я эту сохранил, этикетку, вот боярышник. Вот. Несколько, три ягодки. Сюда вот она, видите, да, боярышник. Боярышник завариваем. Потом черемуха. Черемуха есть вот такая вот. Это у нас она растет, черемуха. Это своя черемуха. Несколько ее. Вот столько вот. Раз. Черемухи мы сюда положили. Затем. Вот это никто не знает, что такое. Я вам сейчас скажу. Это, короче, можжевельник. Можжевельник с Крыма. Крымский можжевельник. Вот этого можжевельника сюда. Несколько ягодок. Ну и для... Вот моя хитрость какая, да, знаете, да? Я добавляю немножко гвоздики. Вот это вот пряность, вот это, да? Ну, буквально всего лишь 2-3, ну, вот столько хватит. Чуть-чуть гвоздики острой. Она имеет такой ярко выраженный аромат. И все. И все. Вот эти вот я сюда, значит, ягоды положил. Гвоздичку. И теперь мы... Чай у нас там уже есть. И теперь я завариваю все кипяточком. Заливаю это. Все. Заливаем. Чайник убираем. Ну и вот так вот его ставим. Так. Так, надо накрыть, да, его? Накрыть обязательно. Ну, не обязательно накрыть полотенчиком.
чтобы он там лучше заварился и настоялся, да? Правильно говорю? Какое-то полотенчик есть, накрываем его. И вот у нас он сейчас постоит какое-то время. И мы потом уже начнем пить чаек. Чаек с вареньем. С вареньем начнем пить чаек. Так что видите, да, как металлическая вот эта вот посуда, она уже, конечно, вот это вот поцарапалась, здесь видно, да, но банки-то железные, ничего нету, ну немножко помялась она здесь, да, как бы, ну с ней ничего не происходит. Если сколько уже лет-то, господи, столько не живу, сколько этой банки лет у нас. Ну кто-то живет, кто-то не живет. Кто-то доживает. Ну, смотря какой образ жизни, конечно. Если вы ведете правильный образ жизни, здоровое питание у вас, все это, жизнь в радость, то вы проживете подольше. А если вы будете нервничать, там, психовать, истерить постоянно, что-то проблемы всякие искать на свою голову, то, конечно, все, нервная система расшатывается, и от нервов болезни, сами понимаете, болезни, которые болезни нам не нужны, поэтому вот таким вот образом. Поэтому надо жить в меру, без истерик и так далее. И, конечно, деньги надо иметь, но если их нету, тоже жить надо. Так, вот, давайте я все лишнее уберу сейчас, а то у меня тут куча вон посуды накопилась, куча посуды. Сейчас я, конечно, мыть не буду, потом помою все это дело, и пока сюда в раковину составлю. Так, давайте-ка с вами, пока чаек завариваться он должен минуток 10, ага, вот, видите, да, я его укрыл вот таким вот полотенчиком, чтобы он это самое. И сейчас с вами новости. Какие у нас новости? Так, новости. Я сам даже не знаю, что за новости у нас. Сейчас мы с вами почитаем. Так, вот ЕКТ.ру есть, всем известный сайт местный. Ох, смотрите, какая красота. Открылся сезон подсолнухов. Вход на испытательный полигон в Хангаласском Улусе сделали платным. Ничего себе, смотрите, подсолнухи в Якутии, смотрите, сколько растет. Деньги за благоустройство территории пойдут. Деньги за посещение пойдут на благоустройство территории. Короче, испытательный полигон ЯНИСХ, то есть институт, да, якутский сельскохозяйственный, на котором растут гигантские подсолнухи, с августа становится популярным среди любителей красивых фотографий. Местом сотрудники решили облагородить территорию, сделали вход платным. Для взрослых 100 рублей, для детей 50 рублей. Поэтому вот для фотосессии такая территория, такая возможность есть на территории. Каждый день приезжает по 50 машин. Люди в погоне за красивыми кадрами протаптывали дорожки к центру подсолнухового поля и оставляли за собой мусор. О, какие они нехорошие. Короче, а сейчас вот сделали, короче. Кстати, я вот видел тут ролики, смотрю про Крым. Там у них лаванда цветет. И тоже, кстати, сделали вход платным. Но там, по-моему, по 300 рублей. То есть можно проходить, фотографироваться там с этой лавандой. Там такие красивые поля, вот это все такое. Вот. Так, далее, что, какая новость у нас пока заваривается, почитаем. Так, про МОЗ здесь говорится, то, что средства, недостающие за счет будут
получаться инфраструктурного кредита какого-то. Ну, проблема с мостом, да, у нас этот мост строят уже со времен Советского Союза. В планах было строительство моста в районе города Якутска через реку Лена. То есть еще с советских времен. Ну, потом перестройка, вот это все, никому это не надо. И вот лет 10 назад про мост заговорили опять повторно, то, что его надо. Так. И вот это потихоньку этот проект развертывается, его делают. Опять деньги, деньги, надо же на все. Сейчас все дорожает, тем более подорожало. Там что у нас? Древесина, металл, стройматериал. Скакнуло. Получается, опять бюджет вырос. То есть там не эти миллиарды, которые еще больше надо миллиардов опять на строительство. Короче, ужас тихий. Леонардо Ди Каприо упомянул лесные пожары в Якутии в своем инстаграме. Ну, красавчик. Вот Ди Каприо, всем известный актер. Он, смотрите, даже в своем инстаграме упомянул. Вот его страничка, да? Угу. Да, звук выключу. Звук выключу. Так, а то нельзя, что-то такое он... это он все подряд что-то туда делает. Ну там было, да, но это уже наводнение какое-то у нас и пожары, да? То есть даже Ди Каприо уже про якутские пожары уже что-то в своем инстаграме. Так, Роза Дичковская обратилась к Ди Каприо. Лесные пожары бушуют в Якутии. Туда-сюда. То все, ну, короче, он что-то упомянул, получается, да? Вот. Дым, пожары тушат. Короче, вот таким вот образом. Наводнения какие-то, тут все подряд, все вперемешку. Ну, короче, красавчик, он даже упомянул про пожары у себя в инстаграме. Теперь про наши пожары знают во всем мире. Так. В Жатае теплоход столкнулся с баржей. Капитан был пьян. Ой, кошмар какой. Ужас. Пьяный капитан. Да как такое возможно? На реке, там течение, то все. Так. Мошенники обманули якутянин на сумму 4,5 миллиона рублей за прошедшую неделю. Да, эти мошенники не дают. 4,5 миллиона рублей, да? Это люди, им, получается, деньги эти подарили. Так, в Якутске в этом году благоустроят 15 дворов и обустроят 15 спортивных площадок. Вот позитивная новость у нас. То есть идет работа по облагорожению городских территорий, площадок спортивных. Деньги выделены. 52 миллиона рублей. Угу. Так, вот даже адреса, где это будут делать. Курашова 30/4, микрорайон 202, корпус 9, Орджоникидзе 35, Лермонтова 23/2, Петроалексеева 7/2, Бестужева-Малинского 10. А по 8 адресам работы уже начались. У нас тут список. Так, на 14 миллионов рублей будет проведены работы на дворовой территории улицы Поярковых домов, значит, определенных. Плюс из бюджета республики поступили деньги на ремонт 15 дворов. В этом году будет выполнена проектно-сметная документация, работы пойдут в 2022 году. Так, короче, вот такие положительные новости про улучшение дворов города. Ну и все, да? Опять пожары какие-то.
А, вот смотрите, что у нас тут происходит. Не могут вылететь из-за задымленности. В Мирном третий день стоят 4 самолета МЧС и Минобороны. Вы представляете, да, вот смотрите, какой дым там. Вот такой вот дым, и они... 2 самолета Б-200 и 2 Ил-76 вылетят на пожары в случае изменения метеорологических условий. То есть получается, что ветра сейчас дуют куда-то туда, на Мирный, и там аэропорт, он задымленный, поэтому они взлететь просто не могут. И тушить, кошмар какой, а. Вот это да. Сели самолеты, тушить, прилетели самолеты к нам, которые должны были тушить пожары, и не могут вылететь, подняться, чтобы их тушить. Ужас, ужас, ужас. Вот тут фотографии глава республики. Вот инспектируют эти самолеты. Ага. Дымина там какая, а слушайте, в Мирном-то это ужас просто. Это просто ужас. Но, видать, получается, что... Здрасте, Хоза, здрасте, приятного. Электроника, ага. Крутой Хоза, спасибо. Так, ну что, заварилось, сколько там, 10 минут уже я наговорил, наверное, да? Ну, еще пожары, конечно, в Якутии 163 пожара. Коронавирус опять вот это обсуждается. Ох ты, в Хангаласском Улусе спасли бабушку, 5 дней блудавшую по тайге. Бедная бабушка заблудилась. Да, хорошо ее там медведи не загрызли. Говорят, медведи свирепеют тоже. Людей грызут, загрызают. Так, ну что, все уже, у нас все настоялось тут. Чаек заварился. Ну все, мы давайте. Ой, горячая ручка. Капает мимо. Мимо капает, мимо, мимо, мимо. Да что такое? Надо небольшой наклон иметь. Смотрите, какой. О, хо-хо-хо-хо-хо-хо. Вообще круто. Вытру. Так, по-моему, хватит, да? Заварки хватит. Я еще раз повторю, что я в этот чай добавил, ну, кроме черного чая, еще ягоды. Боярышник, черемуху, можжевельник, ягоды можжевельника. И немножечко добавил я туда гвоздики. Приправа такая острая есть такая. Но она дает определенный такой аромат. Добавляет нотку такую специфическую, остроту. Остроты добавляет. Так, вареница. Ну тут что-то белое, вот это пенка, да? Ну ничего страшного, пенка тоже съедобная. Ну что, давайте. Горячий он. Попробуем. Сначала запах посмотрим. Ой. Ой. Вообще не передать, конечно, запах. Но еще можно и вот иван-чай заваривать. Иван-чай можно заваривать еще есть. Иван-чай. Тоже полезный такой чай. Он, кстати, на территории республики, ну, недалеко от города произрастает. Его можно ходить собирать. Потом сушить. Кто не знает, как выглядит, как иван-чай, вот это вот мы сами его собираем. Сами собираем иван-чай. Вот видно, да, даже тут написано Иван-чай, Якутск. Вот он так выглядит, то есть вот такая вот структура у него. Но это уже готовый. Вот такая баночка стоит из-под кофе. Не выкидывайте баночки, вот такие железные из-под кофе, они вам пригодятся.
как говорю, долго служит все это дело, все это металлическое. Банки, склянки, вот эти металлические. Выкидываете только пластик. Пластик это вообще вредная штука, она разлагается. И ни в коем случае, чтобы пластик не контактировал с едой. Не держите там воду, как это у нас любят делать, ага, в пластиковых вот этих 5-литровых бутылках. Воду держать. Она разлагается, это пластик разлагается, и потом он выделяет в воду отравляющие вещества, просто отравляющие. Потом люди начинают болеть из-за того, что иммунитет у них ослабевает. Понимаете, вода же это основа жизни, понимаете? То есть от качества воды у вас зависит ваше здоровье, понимаете, да? От качества воды, качества воздуха, качества питания. То есть ни в коем случае пластиковую тару всю выкидываете, пластмассой желательно вообще не пользоваться. Давайте с вами почаевничаем. Какой вкус. Ну, вы сами пробуете, сами делаете. Так, вареница. Клубничная попробуем. Вообще бесподобно. Бесподобно. Смотрите, какие ягодки большие. Какие большие ягодки. Клубники. Видали, да? Ну, я ее хорошо поварил, как бы, поэтому она такая немножечко, это, ну, как форму, да, потеряла. Ну, ничего страшного. Зато вкусно. Так, надо запить. Так вот вы, когда будете чай заваривать и с вареньем его кушать, это самое классное. Бесподобно. Кстати, в Якутске вот уже получается голубика поспела, но она где-то поспевает во второй половине июля, где-то с числа 22-25 уже можно собирать голубику. Даже раньше начинают собирать, потому что люди ходят раньше времени, обирают ее, и потом по обобранному ходить, собирать уже не то. Потом в это же время у нас поспевает красная смородина. Красная смородина поспевает, тоже можно выезжать. Ага, кто знает где красную смородину собирать. Черная смородина тоже произрастает. Земляника лесная. Ну, ее уже очень сложно собирать, эту землянику, но вот из всех ягод, которые, конечно, вот у нас в республике я пробовал, земляника лесная самая вкусная. Самая вкусная. У нее, во-первых, запах, аромат. Ну и на рынке я видел, там банка что-то стоит 1002. 1002 баночка. Конечно, она дорогущая. И у нас брусника начинает уже поспевать где-то с августа 20-х чисел. То есть с 24-го, по-моему, уже сбор брусники начинается официально разрешенный. Но сейчас я не знаю, сейчас вообще выезд в связи с этими пожарами в лесную зону как бы запрещен, насколько я понимаю, да, поэтому сейчас вообще как грибники, ягодники, они вообще ходят, я даже и не знаю. Ну, короче, сезон вот это сбора урожая, потом грибы, не знаю, как грибы у нас засушливо, грибы есть, нету? Кто-нибудь ездил, можно спросить. А обычно в это время уже грибы собирали. Там грузди, если дождливо, там волнушки, маслята, подберезовики, подосиновики. Все вот это вот. Все у нас как бы тайга тут. Все это растет, ага, замечательно. Но вот пожары, они, конечно, добивают все. Все добивают. Так. И потом уже клюква начинает поспевать в сентябре. В сентябре.
где-то со второй недели клюква уже, то есть клюквенные места, и кто знает, ага, можно там уже клюковку собирать. Клюковка, она особенно считается как бы диетической такой, и в ней больше всего витамина С. Витамина С содержится в клюкве, поэтому она такая кисленькая. Кстати, вот в магазине, да, у нас продается брусника, она продается по цене 500 рублей килограмм. А смородина, вот эта вот, ну, которая произрастает, черная смородина, значит, она по цене продавалась рублей 200-300 килограмм. То есть в 2 раза дешевле, чем вот наша брусника. Хотя брусники здесь вот леса, значит, их там немерено. Вот вишневое варенье, вишенки. Вот такие вот. Они уже без косточек. Уже кто-то постарался вынуть. Павелецкий вокзал. Год постройки 1900 год. Смотрите. Это Москва. Кто был, знает. Так, замечательный чай. Замечательно все. То есть вот мы с вами трапезничаем. До этого мы кушали вот эту лапшу доширак с яичком, колбаской, с сосисочками, вернее. Все это зажаренное, все это приятно. Попили бульончика. И сейчас вот чаек пьем. Чаек. Чаек вообще замечательно пить. Его можно пить вот за беседой, где-то так вот с друзьями. Его можно бесконечно пить. Вот с ягодками такими. Вишенка, смотрите, вишенка. Ну, бесконечно можно пить. Главное поставить вот здесь вот самовар. Самовар поставить. И все. Самовара надолго хватает. Кстати, у нас где-то есть самовар. Надо будет как-то его достать. Он еще советский, но с ним ничего не произошло за это время. Там настолько толстый металл, что с ним не просто ничего не происходит. Представляете, да? Там нагревательный элемент, он не такой самовар, что на улице вы его как бы этими углями там, дровами растапливаете, а? Электрический самовар. Красивый. Вот так вот поставить его во главе стола, так это милое дело. И красиво, и удобно. Чайники. Ой, замечательно. Слушайте, наверное, уже 2 часа. Давайте до 2 часов я доведу. И мы с вами уже завершим. Еще подлить чайку. Давайте еще подолью. Ну, как глиняный чайник, как положено, вот чисто китайский. Это же чай-то пить ихняя традиция, как бы китайская. Вот. И китайский чайник. Заварник. Заварник, да? Кипяточку подольем. Ну, чайник этот у меня обгорел, старенький, ну, он зато держит. А тут я один чайник на плитке сжег, так он стал протекать. Представляете, какую туфту делают? Какую туфту делают? Хотя я почитал, что он, значит, сделан там по российским каким-то технологиям, чуть ли не военным. Ну, блин, во-первых, после того, как, значит, он вот перекипел, у него на дне ржавчина появилась. Ржавчина, что уже ужасно, да, само по себе. И не должно быть такого. И
щель образовалась в нижней части. Вот там, где состыковано дно с этим, там щель, и он стал протекать. Представляете? Просто ужасно. Ужасное качество. Как так можно делать? Что чайник долго не отслужил, хотя вот другие чайники, которые, частенько, наверное, кто-нибудь чайник оставлял на плитке, и он у него выкипал, да? Не электрический, а такой на газе, да. Такое первый раз, чтобы он стал еще... Металлический чайник стал протекать. Да кошмар просто такой. И сразу какой-то привкус. Я попробовал в нем вскипятить, и появился какой-то привкус металла. Это просто кошмар. Поэтому вот эти вот чайники есть, эмалированные чайники, но они без виска, конечно. Что неудобно, да, то есть где-то если висок отдельно приобрести, то было бы вообще замечательно. Так, ну все, вот мы с вами, короче, посидели 2 часика уже практически. Осталось еще 3 минутки, да. Денек сегодня хороший, замечательный. Якутский, извините. Солнечно. Сейчас вот вечер. Градусов. Сейчас я вам скажу сколько. Сейчас градусов в Якутске. 26 градусов. 26 градусов. Мне пришлось здесь вентилятор включить. Вот слышите вы, наверное, шум. Чтобы немножко на меня обдувало. 26 градусов на улице. То есть днем было все 30 градусов. О, отлично, ага. Хорошая приправа, да? Ну, что ж, вот эту что ли, да? Доширак. 30 рублей, да, точно, да. Но я еще ее не открыл. Вот тут зип-закрывашка у него, кстати. Смотрите, зип-закрывашка вот она. Куриную отлично, молодец. Вот тут даже какая-то рецептура, что-то тут. Ну, ее просто берете, ложите куда-то, и у вас как вкусняшка получается. С минимальными усилиями и по минимальной цене. Так, да, конечно, куда-нибудь что-нибудь вот делаешь, плов для плова вообще классно, ага. Что-нибудь, макароны какие-нибудь, отварил макароны, там, суп какой-нибудь делаешь, варишь, там, тоже пиханул ложку туда, и все, у тебя шикардос, все сразу, все съели там. Кто не ест, тот все съел. Так. Вишневое варенье вкусное. Тоже делайте так вот. Не надо покупать это варенье где-то там, ага. За бешеные деньги там, баночка там сколько стоит, ага. Просто покупайте ягоды, если вам лень собирать, или негде их взять. Они продаются в магазинах недорого, на базах. Продается у нас вишня, подается клубника, продается смородина и другие там, ага, значит. Просто нужен сахарок и 1 к 1, да, как говорится, это у нас. Так вот я сейчас заканчиваю, 2 часа уже. Я хотел заканчивать уже. Таким образом, уже 2 часа, уже не знаю, что говорить. Мы уже тут и новости обсудили. Уже, короче, мне тут уже сколько время-то, делами-то тоже надо заниматься уже. Сейчас у нас, так, сколько время, 6 часов 37 минут, да, где-то так вот. Дел еще полно, поэтому я с вами перекусил, чаек попил. Вот. Вы, короче, берете ягоду, покупаете 1 к 1. Такой простой рецепт.
То есть, допустим, килограмм ягод, килограмм сахара. Вот так вот. И варите там сколько-то минут, 30-40 там, ну, в зависимости от степени готовности. Все, естественно, помешиваете, мешаете, не отходите никуда от кастрюли в это время, иначе, значит, у вас она закипает очень быстро. Закипает вот это, значит, варенье, начинает очень быстро ягода и вытекает, просто вытекает, короче говоря, и получается то, что, значит, вы прокараулите, и у вас варенье на плите будет. Потом надо будет отмывать все это дело, что неприятно. Ну и причем надо стоять тоже мешать, помешивать, потому что не пригорело ко дну в процессе варки. Ну, варится в течение часа варенье. И вот можно наготовить. Главное, чтобы у вас банки были пустые, чтобы потом это все сливать, ну, с кастрюли куда-то же надо девать, но обычно вот стеклянные банки, вот такие классические банки вот мы используем. То есть вы, когда покупаете какие-нибудь там горошек, там еще что-то, допустим, тут это апельсин. Это, кстати, банка с этого, с магазина «Светофор». Апельсин, дробленый с сахаром, был здесь. Этикетку ее, она как-то сейчас и клеют, они фиг отклеиваются. Там какая-то мазута намазана, что вот ее даже отдерешь, если, да, там вот эта вот слизь остается такая неприятная, ее тоже надо отдирать, короче говоря. Ну, я просто по-простому вот мою, она высыхает, и ничего с ней. Короче, вот такие баночки используйте просто с этими закручивающимися крышками. Все, их не выкидываете, а просто ставите и потом используете. Это экономия, явная экономия средств, то есть чтобы это не ходить покупать все это готовое за бешеные деньги, да там еще вам что там напихают в эту ягоду, вы же не знаете, что они туда положат. Вот в чем все самый ужас. То есть в готовом продукте мы не знаем, что там лежит. Кто их проверяет? Я вот, допустим, не знаю, кто проверяет. Хорошо там, если там молококомбинат, допустим, есть. У них там действительно все это стерильность там, то есть все, потому что иначе нельзя. Если не будет этой стерильности, то если молокопродуктами отравятся дети, там же целая будет катавасия. То есть вот на молококомбинатах там, допустим, я согласен, то, что там стерильность, а где-то вот таких вот, где подворотнях такие вот варенья там вот этих киосках продают, где его делают? Кто знает, что туда ложат, вообще непонятно. Потом по цене все это переплаты. Поэтому сами готовьте. Сами готовьте. И времени на это уходит недолго. Как мы с вами сегодня выяснили, что даже приготовить лапшу доширак, заварить ее с яичком, сосисочкой, обжарить все, лучок, чесночок, и у вас шикарное блюдо, очень быстро получается. Так, ну ладненько, все. Сегодня у нас среда, да, 4 число. Было приятно с вами время провести. У меня уже у телефона заканчивается здесь подзарядочка, батарейка. Ага, спасибо. Ага, спасибо. Ролики, да, надо будет сейчас сесть, кстати, роликами заняться. Да что я сейчас и сделаю. И где-то сегодня я тоже залью какой-нибудь ролик, сделаю и выпущу ролик. Ага. Все, всем пока. Подожди, через что монтируешь? Мувави. Мувави, такая есть программа наша российская. Скачивается с интернета, значит, и можно сначала пробный период. Но сейчас вы понимаете, что все программы, они как бы это самое. Если вот единственное, что вот эта вот программа американская программа
Да Винчи, резорт Да Винчи, да, есть такая, ага. Она имеет какую-то версию бесплатную версию, но я не пробовал, ага, и не знаю даже и как. Но у меня вполне Мувави хватает. Российская компания выпускает, ага. У них поддержка есть, значит. То есть вы один раз покупаете ее, да, и потом пользуетесь ей официально, значит, как бы без всяких этих проблем. Она позволяет видеомонтаж делать, ну, все, что надо для как бы начинающего блогинга, без особых там каких-то супер-пупер эффектов, ага, все это она позволяет. И быстро рендеринг происходит с помощью программы этой, быстро довольно обработка, конечный итог, долго ждать не надо. Вот чем она мне нравится. Ага. Ладно, все, до встреч, всем пока.